Ассаламу алейкум, комрады. Приехали мы на пастбище наше, а тут коровы увидели комрада и несутся на него интервью взять. Вот. Тогда этот ноги рисует. Все, хана тебе, комрад, хана тебе. А там электропастух у них. Да. Тормознулись. Бычки не дураки, да? Сордя, звуки. Инзи, висела? Висела? Это не слышно было. Окей, Самаш. Атонду. Поехали. Сейчас будем искать здесь. Трава выросла малость. Посмотрим. От этой электролинии пищит все. Ну да. Бесплатный цирк для коров. Рады. Первая находка у меня с поля, с пастбища нашего. Вот такой Наполеон. Убитый, подбитый, разбитый, правда, но пойдет. Третий сорт не брак, можно сказать. Что есть. Хотя он не такой уже убитый, но и не такой хороший, цельный. Вот наш комрад, он копает, ходит. Пока находок нет у него. Что, будем смотреть дальше. Ищем. А у меня вторая сразу от 5 метров отошел, как после первой, и вторая монетка. И, по-моему, тоже Наполеон. Грязно, не видно. Земля мокрая. Дожди и мокро везде, мокро. Чистить не буду, я оставлю. Ну, короче, вы Наполеон уже знаете, как и я. Поехали. Друзья, комрады, находка у меня здесь интересная. Не знаю, это игрушка, может, какая была. А может быть и амулет какой. Так, тяжелая штучка такая. На вес. Но если здесь туловище было с этим чудом, то я представляю, какая игрушка тяжелая для детей была. Это вроде как свинец. Если это не игрушка, это скорее всего эпохи кельтового амулет, я думаю, да, может быть такое. Вот. Ну, будем узнавать, что это может быть. Ну, интересная штучка. Придется в историю копнуться, познать, что за личико создавали, для чего. Что, поехали, ищем далее. Комрады, друзья, копатели с Украины, Россия, Бельгия, где у нас, где мы, Голландия. Так, где мы еще? Германия. Короче, выехал снова на коп. Я всех перечислил, кого помню, вот с кем я общаюсь по ютубу. Франция, да. Соседи там, туда-сюда. Комрады, копатели. Вот. Выехал на коп, на битое поле. Кроме меня здесь все много народу ходило. Вот. Сегодня решил по-новому на это поле выскочить. И уже минут 20 копаю, хожу. Уже где я ходил раньше, метр за метром ходил. И все же я нахожу здесь вот этот алюминий, подкову даже нашел. Чуть позади я оставил все это. И понимаете... Вот по этому ряду я ходил уже несколько раз. Разов 3, по-моему.
Вот приезжаю, ходил туда-сюда. А эти находки у меня как-то проходили раньше, или я не замечал, не знаю. Сейчас новые, не новые, а по мелкому я начал это брать на 17 частоте. Ну и хожу, и вот у меня первая находка. Вроде бы не знаю что, но это у меня что? А это у меня, по-моему, 5 или 20 франков должны быть. Сейчас глянем. Вот они. Вот. А видите, главное, я здесь ходил. А это 10 франков. Да? Точно. Здесь я очень много монет находил на этом поле. Что мне мешает здесь? Это 10 франков. Что мне здесь мешает? То, что высоковольтная электропередача здесь у меня стоит. И аппарат фонит. Но эту монетку я, видимо, пропустил когда-то. Да нет, это 5. А, это так, да. Вот, 10 франков. Видно, думаю, да? Год не скажу. Ну, год это не старый. 1937 год. Вот такие 10 франков. Ну что ж, поехали, ищем далее. Может, действительно что-то хорошее, интересное оставили мы здесь на этом поле. Новая находка интересная. Сначала эмоции были таковы. Желтая штуковина. Так. Думал, золото. А после начали терзать меня смутные сомнения в том, что даже эта штучка так интересна мне будет. Потому что, я думаю, это от очков вроде бы, не знаю. Вот насадочка на нос. Нет? Может и нет, потому что эта штучка слишком большая для очков. И не знаю, честно, что может быть. Надо будет узнавать. Я так прошелся, немножко почистил ее. Но все равно непонятно, что это. Если бы водичка была бы, я бы ее более-менее почистил. Вот. Как я вам говорил, здесь я уже ходил несколько раз по вот этому вот ряду и пропускал мелочь вот эту пузатую. А сейчас будем доставать. И я думаю, этой мелочи на этом поле очень много. Интересного здесь будет. Поехали. А эта штучка, то, что я находил, позолоченная. Прикиньте, нашел вторую ее часть. А действительно от очков. А вот она, вторая часть, только что вытащил. Вот. Пока ничего нет, уже хожу давно. Второй ряд вот взял. Первый прошел. Ну пока монет, только из монет одна. Что-то находок у меня здесь нету. Подсобирали, правда, здесь уже ходили много монет было. Ну это то, что найти вторую часть, это вообще чудо. Чудо-юдо. Что делать? Поехали. Интересная находка у меня выпала. Металлический жук. Жучок такой. Опа. Видите? Какая-то брошка, видимо, была. О, жучище. Колорадский. Майский. Жалко, не целая штучка. Брошка, видимо, украшение какое-то. А только одна часть. Окей, поехали. Еще ищем. Найдем, видимо, найдем.
Интересная находка такая. Килограмма 2-3 будет. Может, грузило какое было от весов эпохи Римской империи. На оба конца заостренные такие. Они... Что может быть? Есть идеи у кого? Погнали. Ассаламу алейкум, друзья, камрады и ближайшие родственники. На очередном копе с камрадом едем с нашего огорода, работали и заскочили вот вон там у нас поле, короче, мы выбили вчера. Вот. И тут ходим, бродим, 10 минут нету. И главное, я пинг-понг в доме забыл. У меня сразу 3 находки. Вот. Одна вот серебро, я думаю. Вот, не знаю что, но это штучка беленькая. Может белон, не знаю. Может серебро. Вот. Тут что-то вырисовывается. Вот на среднике, ну вот это вот. А одна вообще убитая. Ну главное, здесь что-то есть. И у нас у камрада фонит. У него фонит по-страшному. Ну, это, скорее всего, от проводки. Тут высоковольтные линии идут. И фонит. Вот такие дела. У него горит 250. И катушка торнадо. А такие дела. Ну что, продолжаем. Если что найдем, покажем. Едем. Продолжаем коп. С того поля, прикиньте, как у нас вышло. Мы ходили, копали. Вот где я только монетки находил, что мы показывали вам. Оказывается, это поле было не того хозяина, фермера. А мы только машину поставили и перешли на поле. И, короче, там подошли. Дядьки говорят, вы типа без разрешения заехали, поставили машину. Так что хотим, чтобы вы уехали. Да, без проблем, поехали мы. Вот приехали на новое поле, на распашку. И у меня вот новая монетка. 10 франков 55-го года. Вот такая монетка. Ну что, будем здесь смотреть. Здесь мы уже ходили даже, смотрели. И где-то полгода назад я взял разрешение на это поле покопать. Ну, сейчас будем смотреть. Продолжаем. Так, у нас тут еще один такой медальончик. Я куда-то в землю ушел, а бывшая монетка, она тут на поверхности лежала, видимо. Вот. Это даже не монета, это пуговка. Пуговка, точно. И точно бывшая. Ну ничего, мы нашли ее. Это нас радует. Значит, продолжаем искать монеты. Ходим, бродим, ищем, находим. Вот такая вот штучка. Это колокольчик. Динг-динг-динг. Вешалась на животное и звенело. А что-то за корова уронила, видимо. Целый бубенчик, интересный. Вот. Тут земля, сейчас чистить пока не буду. Ну, приятно находить, когда целый. А обычно они все сломаны бывают. Ну что, поехали, ищем еще. Должны найти, главное искать. Так, находка. У нас монетосик. Янтат. Хорошем таком, можно сказать, состоянии. Что-то да виднеется здесь. Так. Убита. Убита монетка. Но тут видно корона, здесь что-то есть. Что-то да осталось, но она уже убита. Ну, есть монета. Еще одна. Поехали, ищем еще далее.
Рады снова. Меня терзают смутные, как их, сомнения. Да, можно было и не терзать, потому что здесь ерунда какая-то. Я думал, монетка хорошая, а тут какая-то ерунда. Так, сейчас будем смотреть, пристреливаться. Короче, видимо, кто-то хотел здесь дырочку сделать и на шею повесить. Ну, видимо, была монета, не знаю. Что-то здесь довиднеется. Что-то у меня в последнее время эти такие огрызки мне попадаются. Нормальных монет нет. Ну, что, будем искать. Может, что-нибудь получше найдем. Пахота. Классно ходить на природе. Вон трасса. Короче, копаем, ищем. Ищет он там, ходит. Ну и ей! Яд! Короче, не может найти. А мне падают. Пусть хоть не такие, какие я хочу, но они мне падают. Так, это франк 1940 года. Состояние не стать, не упасть. То есть отличное. То есть отлично. Это не алюминий. Обычно эти монеты были из алюминия. А это вроде бронза или медь. Медь, скорее всего, да? Видите, состояние отличное. Алюминиевые, они убитые. Вообще, короче, бывает. А это хорошее. Вот такие дела. Поехали. Искать. Снова и снова. Духью! Валом! И снова какая-то ерунда мне выпала. Точно ерунда. Потому что ничего здесь нету. На ней рельефа нету. Ничего нету. Железяка. Бывшая монета. Ах, к сожалению. От таких монет и копать не хочется уже. Вот. Ну что, будем искать. Хожу я. Грунт я настроил на пляж. Вот и хожу. И скажу вам, находки пошли. Вот. Программа 3. Deus Fast. Ходил просто на настройках, вот, поставил ручную настройки грунта, вообще находок не было. Поменял, пошли находки. Наверное, на распашке нужно как по пляжу ходить, видимо. Ну, то, что мы и делаем. Продолжаем. Ведем, как говорится, итог нашего копа. Покажу, что у нас было. И первый колокольчик. Вот, как я говорил и показывал. Они у меня вон где висят колокольчики. И будет к ним надбавочка. Вот такие дела. После у нас что? После у нас монетка 2 франка 1950 года. Потом снова 2 франка 40-го года. Вот это алюминиевые, вот это медь вроде, да? Вроде да. Так, это от ножичка. Был ножичек, видимо, ручка. Что у нас? Так, неизвестная часть неизвестного металла. После монетка. Это у нас 10 франков.
10 франков. Видимо, был какой-то жетончик солдатский. Находки не такие уж. Такие серьезные. Так. Собеде. Короче, какой-то медальончик. Религиозный, видимо, или что. Вот такая штучка моя. Не знаю, что это было. Может, пуля была? Ну, не знаю. Так, вот это пломба. Гальский период. Ну, я говорю, таких интересных чрезмерно находок нету. Так, что у нас здесь? Монетки убитые. Хотя насчет интересных нету, я не стал бы говорить. Вот она. Но она убита. Силуэт он проявляется, голова. Что-то есть, но тоже. Так, вот римская монетка. Душе мертвая. И вот это пули. Пломба. Пуговка. Очень красивая. Очень красивая пуговка. Вот. Так-то монетки были, но уже они никчменные. Да, вот она. Монета серебром. Согнутая, изогнутая, убитая. Ну все, камрады, друзья. Не помню, я показывал, нет, вот эту штучку. Я думал, где-то что-то солдатское шинели, может, чего-то. Оказывается, не шинели, но что-то военного. Атрибутика какая-то была. Это была ручка, короче, от шкафчика, оказывается. Такие дела. Промелькнул вам мой скворечник, да? Показываю. Вот этот скворечник построил. Птицы буду запускать. Ну все, на этом все. Поехали. До новых видео. Оставайтесь на канале. Понимаю, ничего серьезного нету в этом видео, но это был мой труд. Трудился, добывал. И думаю, будет в последующем более лучшие находки. Что-то такое интересное у нас. Все. Ассаламу алейкум. Всем удачи.